Искусственный разум, слежение за зрачками и автомобиль «Доктор» – лучшие новинки выставки потребительской электроники CES 2017 дают представление о пятичном автомобиле из недалекого будущего. Всего несколько лет ушло на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе на превращение в мини-автосалон «Гикам». Пришлось потесниться с автожурналистами, чтобы увидеть лучшие достижения в сфере автомобильного искусственного интеллекта, электронных помощников. Некоторые разработки представления на CES 2017 появятся в серийных автомобилях уже в ближайшем будущем. Сканеры лица вместо ключа, система слежения за зрачками и автомобиль, который может заменить дом. Автоневс выбрал лучшие проекты CES 2017 и представил себе типичную машину из 2030 года. Слишком умный автопилот. Кто Audi и Hyundai. Работая в партнерстве с компьютерной компанией Hyundai, Audi стремится внедрить искусственный интеллект в свои машины. В 2020 году компания использовала выставку в Лас-Вегасе, чтобы объявить миру о создании суперкомпьютера с французским именем. Xavier система получит программу глубокое обучение, которая позволяет ускорить функцию автопилота. Вместо месяцев обучения Xavier может вводить в стиле своего хозяина уже через 4 дня. Компания разрабатывает 4 уровня автономии и для искусственного интеллекта от полную до минимальную прототип. Система уже тестируется на дорогах в Лас-Вегасе. Audi произвела прототип системы VG7. Ближайшая разработка A8 автопилот считает движение пешеходов, сигналы светофоров и дорожную разметку. Система функционирует во всем мире благодаря соединению с навигационными программами. Если же автопилот не уверен в маршруте или не может полностью контролировать ситуацию, он будет переключаться в режим штурмана и давать водителю советы, например, отслеживать повороты головы, чтобы автомобилист не терял контроль над дорогой. По признанию представителей Hyundai, искусственный интеллект по имени Xavier должен стать личным роботом водителя. Ни одной кнопки. Кто BMW? 2020 года компания BMW произвела в Лас-Вегас свою давнюю усовершенствованную разработку салон и с интерактивной медиасистемой. Главная фишка системы – технология позаимствована у Старковецкого Enterprise. Водитель общается с машиной с жестами и движениями пальцев по воздуху, а голографический интерфейс отображается прямо в любом стекле. Новая разработка BMW – мечта гопфоба, потому что каких-либо физических кнопок в интерьере будущего не предусмотрено. Вовсе машина управляется без контакта. Камера отслеживает руки водителя и реагирует положение кончиков пальцев, обнаруживая контакты с какой-либо из проекций. Обратную связь водитель чувствует с помощью ультразвуковых волн. Специалисты компании BMW уверены, что такой интерьер не останется просто выставочной моделью, появится в массовом производстве. Какие-то системы уже используются в современных автомобилях. Так, в 2015 году технология управления жестами дебютировала на новой 7GS. Сканер лица.
Давний друг автопроизводителей, компания Bost, разработала свой собственный конспект Car, демонстрирующий адаптивный интерьер на дисплее. В автомобиле установлена камера, которая распознает отдельных людей и настраивает машину по личным предпочтениям каждого. К водителю адаптируется температура в салоне, света, дисплея и музыка. Подобная технология была очень удобна для автомобилей каршеринга, быстро набирающих популярность по всему миру. Дорогие друзья, на этом закончится наш видео. Подписываемся на канал и ставим лайки. Автомобили будущего нас ждет. Копите деньги, и вы будете один из этих машин будете водить на будущее.